Качественно налаженная обратная связь с населением, как правило, обеспечивает открытый диалог жителей с властью, тем самым ускоряя решение многих социально важных вопросов. Глава Сугай-Касинского сельского поселения Семенов Павел Юрьевич уделяет большое внимание живому общению с земляками, которые в большинстве своем проходят в формате диалога. За год проводим столько собраний, наверное, никто не столько не проводит. Люди, наверное, уже устали от собраний. Поэтому мы стараемся все обсуждать с людьми, чтобы люди сами принимали решение, что они хотят, как они хотят. И как бы с этой целью, естественно, собрание, чтобы мы могли слышать население, и население слышало нас, чтобы было полное взаимодействие. О показателях социально-экономического развития поселения можно не говорить. Достаточно просто приехать и пройтись по освещенным улицам, дорогам, покрытым мелким гравием, пройтись мимо красочных детских площадок, а лучше поговорить об этом с жителями деревни. Кто, как не они, собственноручно облагораживают свою родную сторонку. Сначала делала течение, как вы вот видели, да? Потом начали дороги делать. Сейчас все дороги защебенили, вот недавно сделали ямочный ремонт. Для роста реализации продуктов питания способных хозяйств жителей было принято решение объединиться и продавать их под единым брендом «Сугай-продукт». С этого года берет свое начало традиция самым активным и неравнодушным жителям вручать карту патриота, обладателю которой предоставляется возможность при покупке определенных товаров в магазинах города Канаша получать скидки, а также многое другое. Новости деревни жители узнают из газеты «Сугай-Касинский вестник». Первый выпуск газеты тиражом 400 экземпляров выпустили еще год назад, в феврале месяце. Говорить о чистоте улиц и благоустройстве деревни можно долго. Заинтересован в этом каждый житель. Аллея Победы, где ими были посажены саженцы туи, кедра, ели и сосны, в скором времени обретет свое величие в кронах деревьев, благодаря личному вкладу сугай-касинцев и спонсорской помощи. Уже более 2 лет автолюбители не нарадуются дорогам, пусть еще не асфальтированным, но уже и не ухабом. Совместно с жителями деревни были приведены в порядок более 80%, покрыто мелким щебнем. Также была организована и успешно проведена работа по освещению улиц. Жители сделали все своими руками, с минимальными затратами. В скором времени жители начнут сами производить брусчатку и укладывать тротуары. Решение было принято на очередном заседании старост улиц. Они изготовили вибростол и планируют облагородить территорию деревни. Ведь цена будет во много раз ниже рыночной. А вот проблему ремонта кровли клуба и капитального ремонта детского сада помогла решить программа инициативного бюджетирования. Благодаря ей жители не только активно участвовали в сборе средств, но и сами приняли участие в ремонте. Участвовать в программе инициативного бюджетирования здесь планируют и дальше. Впереди ремонт школы, вернее, открытие 2-й группы детского сада. Его жители деревни будут делать также благодаря поддержке властей и собственным средствам. О совместных достижениях главы и жителей поселения известно и на уровне республики. Лучший глава муниципального образования – это высокое звание, полученное Павлом Семеновым, доказывает о его неравнодушии к жизни собственных земляков, к жизни своей родной деревни Сугай-Касы. Совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи между жителями и органами местного самоуправления, а также вовлечение их в процессы решения проблем поселения, формирование у жителей ответственного и бережного отношения к месту своей жизни – это важнейшая составляющая социально-экономического развития как деревни, так и республики в целом. Thank you.